Ученые Евразийского НОЦ разработали медицинское приложение для диагностики пневмонии и COVID-19. Проект создан на базе УГАТУ и основан на анализе снимков компьютерной томографии и рентгенографии, а также использует методы искусственного интеллекта, машинного обучения и глубоких нейронных сетей. Обсудим это прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Гюзель Шахмаметова, профессор УГАТУ, ученый и педагог. Гюзель Радиковна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, как возникла идея, да, и как она осуществлялась? Идея, собственно, возникла еще в прошлом году, когда началась пандемия COVID-19. Инициатива исходила от работников. В течение долгого времени мы работаем в сотрудничестве с БГМУ, с кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Собственно, идея исходила от медицинских работников. За нами осталась реализация этой идеи. В прошлом году было создано приложение по распознаванию пневмонии, вызванных COVID-19 на основе рентгеновских снимков. В этом году было разработано дополнение к этому приложению уже по снимкам компьютерной томографии. На практике прикладной эффект от приложения какой для медиков? Автоматизация рутинной работы. Освобождение времени, облегчение тяжелого труда медицинских работников. Сегодня медицинским работникам приходится очень нелегко, мы все это знаем. Огромное количество снимков приходится анализировать за один рабочий день. Человеческий фактор тоже никто не отменял. Медики устают. Наша задача не заменить врача, наша задача помочь врачу, освободив его от, возможно, рутинной работы. Последнее слово все равно остается за врачом в принятии решения. Наше приложение призвано облегчить работу врача и обеспечить, возможно, второе мнение. В полях опробовали уже приложение? В полях мы не опробовали, потому что для того, чтобы внедрить, там требуется выполнить ряд условий. Это следует пройти еще несколько этапов для того, чтобы довести само приложение до коммерческого использования. Модель работает достаточно точно. Точность распознавания выше 90%, что для подобных систем распознавания достаточно хороший результат. Для обучения брались данные из открытых источников, а для верификации мы использовали реальные данные, полученные от медицинских работников в обезличенном виде. Расскажите, пожалуйста, про команду, которая создавала это приложение. В работе принимали участие как доценты нашей кафедры, так и молодые ученые, исследователи, в том числе и студенты, которые работали с большим энтузиазмом. А как вы думаете, что служило мотивацией для работы с энтузиазмом? Я думаю, во-первых, социальная направленность, востребованность, реальная задача, и просто им было интересно поработать поработать с задачей, решение которой действительно сегодня необходимо. Угу. Расскажите, пожалуйста, какие еще программы сейчас разрабатываются и на что они направлены? Сегодня мы разрабатываем телемедицинский сервис для распознавания негомогенности легких. Это чисто медицинский термин, который обозначает однородность или неоднородность ткани легких. И телемедицинский сервис для распознавания типов пневмонии. То есть вирусная это пневмония или бактериальная пневмония, так как принципы лечения совершенно разные. Насколько мне известно, телемедицина во время пандемии коронавируса в разы, люди стали активно ею пользоваться. Как вы считаете, кто сможет пользоваться приложением, только ли врачи, либо и простые жители, пациенты? Нет, данные телемедицинские сервисы, они безусловно для врачей. У нас есть приложение, разрабатываемое для пациентов. Нами разработано приложение, в частности, для определения степени угрозы заболеваний сахарным диабетом 2 типа. Это приложение как раз для пациентов, для того, чтобы вовремя обратить внимание на ранние симптомы заболевания и побудить пациента вовремя обратиться к врачу.
а телемедицинские сервисы по распознаванию пневмонии и негомогенности легких, они предназначены для врачей. Вот вы рассказываете достаточно сложные проекты, да, а вот сложности на каком этапе вот больше всего прорабатываются по времени, да? Я так понимаю, что человеческий капитал, вот специалисты на базе УГАТУ, они есть, и они готовы это осуществлять, да? Какие есть сложности при создании таких проектов? Сложности, безусловно, связаны с предметной областью, потому что для нас, не медицинских работников, она довольно специфична, предметная область, но тут у нас есть партнеры, медики, которые постоянно нас консультируют, и все исследования выполняются совместно с медиками, медицинскими работниками. Мы работаем в сотрудничестве с кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ, наш постоянный эксперт, доктор медицинских наук, профессор Зулкарнеев Рустем Халитович. Угу. Какие-то еще другие проекты, Гюзель Радиковна? Большую перспективу. Вот, может быть, вы рынок хотите здесь у нас в Уфе такой открыть, да, научные разработки вместе в сотрудничестве с медицинским сообществом? У нас несколько направлений исследований на сегодняшний день. Первое направление – повышение точности диагностики заболевания на основе распознавания снимков функциональной диагностики. Второе направление – это анализ данных. И третье направление, сейчас мы открываем новое направление, связано оно с анализом генетических данных. Открываем мы его совместно с Институтом биохимии и генетики Российской академии наук. Этот проект у нас стартует, можно сказать, в этом году. И на базе нашей кафедры в этом году открыт профиль магистратуры алгоритмическая биоинформатика как раз для подготовки специалистов в этой области. Гюзель Радиковна, какой ожидаемый прикладной эффект? Ожидаемый прикладной эффект в виде выявления, скажем, генетических заболеваний, в виде выявления геномов, характерных для той или иной национальности, например, для заболеваний в геноме той или иной национальности. Опять-таки предупредить, то есть опасность. Конечно, да. Это очень интересно. Вы сказали, что на базе УГАТУ есть команда, которая занимается разработками, да, которую мы обсуждаем. А могут ли специалисты извне принять участие вот в этой же работе? Конечно. Что для этого нужно сделать? Обратиться к нам. Угу. Ну и планы, вот смотрите, хочется понять, УГАТУ участвует в Евразийском научно-образовательном центре. Это большой проект для нашей республики, да, и вот в последнее время мы видим, что в УГАТУ очень много сообщений как раз о том, что разработки такие появились, такие и так далее, и так далее. Вот дает ли статус Евразийского НОЦ участника вот такие возможности и о будущем? Евразийский НОЦ выводит нас на мировой уровень. Безусловно, новые возможности для студентов, новые возможности для преподавателей, для сотрудничества, для привлечения мировых ученых, для преподавания в нашем университете, для совместного сотрудничества и совместных исследований. Будем следить за новостями. Спасибо большое, Гюзель Радиковна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была профессор Уфимского государственного авиационного технического университета, ученый, педагог Гюзель Шихмаметова. Не переключайтесь, здесь все самое интересное в нашем эфире.